Сирийские правительственные войска продолжают наступление. За последние сутки армия Башара Асада захватила большую часть восточного Алеппо. Повстанцы беспорядочно отходят со своих позиций. Сирийская газета «Аль-Ватан» сообщает, что в рядах оппозиционеров начались внутренние разногласия. Многие из них якобы начали тайные переговоры об условиях капитуляции. Тем временем армия Асада впервые открыто угрожает собственным гражданам. Сирийская и российская авиация разбросала над восточным Алеппо листовки. А вот и текст. Обращение к тем, кто не сумел покинуть свои дома. Если вы немедленно не покинете этот район, вы будете уничтожены. Вы знаете, что все предали вас. Вы остались один на один со смертью. Основные усилия войска сирийской армии прилагают к взятию городской цитадели. Это средневековая крепость, которая расположена на высоте, откуда открывается вид на весь Алеппо. Военные аналитики утверждают, что если армия Асада возьмет цитадель, битву за город можно считать выигранной. Пока же противники Асада яростно сопротивляются, бомбят западные кварталы, где рассредоточились правительственные войска. Главный союзник Дамаска в этой битве – Москва, и позиция Кремля однозначна. Те вооруженные группировки, о которых вы упомянули в начале, и которые откажутся покидать Восточное Алеппо, они, значит, будут приравнены просто к террористам. И не желая уйти из Восточного Алеппо, они тем самым продолжат вооруженную борьбу. И будем обращаться с ними как с таковыми, как с террористами, экстремистами. Когда в Европе наступит ночь, Совбез ООН вынесет на голосование проект о прекращении огня в Восточном Алеппо. Так называемый режим тишины должен продлиться 7 дней. За это время с фронта должно быть эвакуировано максимальное число мирных жителей. Более 200 тысяч человек по-прежнему находятся в осаде, и мы просто обязаны добраться до них. Мы знаем, что последний раз продукты питания им доставляли 15 ноября. Люди выживают как могут, цены на еду взлетели до небес. Там очень остро не хватает продуктов. Впрочем, против 7-дневной передышки выступает именно Россия. В Москве предлагают ограничиться одними сутками тишины. За это время и мирные жители, и вооруженная оппозиция должны покинуть Восточное Алеппо. Если нет, Сергей Лавров четко обозначил единственно возможный вариант – смерть. Сергей Хиршфельд, «Настоящее время».